Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня у меня снова в гостях кандидат на должность мэра города Якутска. И сегодня это Сава Михайлов, представитель КПРФ. Самое главное, что я хотела сказать, это подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. В описании обязательно будет ссылка на телеграм-канал, там можно задавать вопросы. Также в описании есть адрес электронной почты, туда вы можете направлять любую информацию, любые вопросы и запросы, которые вас интересуют. Ну, а мы, пожалуй, начнем. Сава Михайлов, в принципе, для меня не то чтобы прям совсем темная лошадка, я уже успела познакомиться на дебатах, ну и вообще в целом какое-то время тому назад стала замечать, и вот у меня какой-то такой образ очень уж положительного человека сложился, и мне прямо аж даже неудобно. Вот я не знаю, как сделать Мочилова из сегодняшнего интервью. Конечно, будет странно вас просить об этом, в смысле помочь в этом, да, но все-таки, да, зачем вам кресло мэра? Добрый день, уважаемые телезрители, Алена, спасибо, что пригласила. Насчет положительных моментов, да, на самом деле у каждого человека есть свои минусы. У всех есть. Какие минусы у Савы Михайлова? То, что слишком фанатею, может, слишком, как сказать, вот я не говорю, что уделяю мало времени детям, да. Вот когда я работал в органах госвласти республики, из 30 дней, например, дочку видел там максимум 5-6 дней. Вот это для меня минус. Может, где-то в каком-то моменте я не участвовал. Вот стараюсь сейчас, вот как раз сейчас в отпуске нахожусь, время нахожусь с детьми. В воскресенье, например, вчера мы очень хорошо гуляли по парку. В крестьянском рынке были. К сожалению, здание еще хуже стало. Я думал, с новым директором там какие-то изменения будут. Не здание совсем. Это же центр. Это, на самом деле это один из туристических моментов, потому что люди же хотят вот приезжать и говорят, покажите рынок. Мы видели у кого-то там, у какого-то блогера ваши рыбы, это мясо. Хотят это посмотреть. Поэтому скорее минус в этом и минус еще то, что я, может, еще не стопроцентно дипломатичен. Вот я не говорю, что Почему? у меня... Нет, я стараюсь быть, но иногда люди обижаются. Вот смотрите, вы сейчас прям, знаете, вы сейчас прям кокетничаете. Можно я назову вещи своими именами, да? Вы называете два недостатка, которые, как бы, в принципе, принято считать скорее положительными аспектами. То есть человек, который вовлечен в работу, да, это как бы считается, что вот прям очень-очень увлечен. Хотя на самом деле, вот когда сейчас до вас буквально брала интервью у Виталия Обедина, я ему тоже задавала вопрос насчет того, что, вот как вот он в части делегирования, уже все на себя брать, это на самом деле действительно и бессмысленно, да. Смотря, опять же, в чем смысл жизни. Вот если все полностью вовлеченно, вы же себя растратите. Правильно. Глава города, говорят же, политику в сторону. Это мы кого обманываем? Политика — это то, что мы с вами разговариваем. Политика — то, что я с жителями города общаюсь. Политика — это общение, взаимодействие с населением, с органами госвласти, с федералами. Политика — это семейная, политика — это ЗОЖ, политика — это спорт, политика — это старшее поколение. Без политики что? Тогда конкретно только дорогами и этими помойками работать? Нет, мы должны наоборот к народу выйти. Для меня, вот я ставлю, и вчера тоже говорил, приоритетом все-таки должна быть семья. Если семьи нормально будут жить, хорошо, в комфортных условиях, да, чтобы дети играли на площадке, чтобы родители не беспокоились, там украсть могут или какие-то собаки могут нападать, да, поэтому от семьи все зависит. Мы же в последнее время что говорим? Статистика что выдает? Вот последняя средняя зарплата по республике 100 с чем-то тысяч. Извините.
как говорится, без комментариев. А по городу Якутску говорят 70-80. На самом деле почти больше половины, это 70% получает 30-35 тысяч рублей. Это я знаю, Да, я неоднократно да, в говорила, управе, что например, в вопросах... управе вот у руководителя зарплата 65-70 тысяч рублей, а у специалистов 35, 40, 45. От стажа зависит. Самые опытные люди, которые долго-долго работали, есть такие у нас, которые работали с момента создания управы, они получают 42 тысячи. Вот сейчас... Ну, согласитесь, а ипотека, кредиты? Это я понимаю. Ага. Подождите, смотрите, вопрос первый был вообще, зачем вы пошли, да? Второе, как бы, и вот мы так плавно перескочили в тему зарплат, в тему собак, которые, ну, из-за которых родители не могут... Я понимаю примерно, какую, ну, это я могу догадываться, да? Суть того, что вот вы сейчас говорите, она в чем заключается? Вы же не можете, как мэр, каким-то прямым образом повлиять на рост заработной платы у людей. Почему? Как вы это сделать планируете? Во-первых, оптимизацию мы должны прекратить, хотя бы во время пандемии, хотя бы во время финансового кризиса. У нас больше 60% бюджета это уходит на образование. Это зарплата тех же, вот шестая школа видна, зарплата тех работников, например. Аутсорсинг это на Западе может мода, но не для нашей республики, не для нашего города. Людей перевести без соцпакета на аутсорсинг это, мне кажется, антигуманно. Поэтому я против аутсорсингов. Мы должны обеспечить достойной зарплатой младший персонал, например, те, которые вот сторожами работают, охраняют. Поэтому здесь от головы очень много зависит. В смысле, а сейчас они на аутсорсинге? Не, разговоры же были. К этому идет? Не, к этому идет. А когда разговоры шли об этом? Давно уже. У нас, например, дворники в управах, давно уже аутсорсинг. Мы же предприятия договариваемся, и предприятие деньги отправляем, и они нанимают дворника без соцпакета. При каком мэре это начало рассматриваться? 10 лет уже. 10 лет. Да, уже 10 лет. Почти именно то, что вот во многих муниципальных учреждениях так пошло. А когда-то они в штате сидели. Поэтому говорю, что... И вы хотите обратно вернуть? Не, я не говорю. Просто мы этот процесс должны прекратить. Разбазаривание городского имущества. Вот если даже подумать, уже нечего продать. Уже нечего ловить. Потому что я говорю, городское имущество мы, начиная от здания, начиная от наших учреждений, мы должны сохранить. Конечно, есть неэффективные. Где-то вопросы есть. Например, жилкомсервис. Здесь очень много вопросов. Пересмотреть можно. Структуру, функции, кадровый состав. А есть очень хорошая организация, та же теплоэнергия. Очень много людей обслуживает наши стратегические объекты, котельные. Есть аптеки города Якутска. Если не ошибаюсь, то 115 работников в этом учреждении. Будем продавать? Я бы воздержался. Они не убыточные предприятия. И все приватизировать, отказаться от этого не стоит. Виктор Федоров, я его читаю в Фейсбуке постоянно, да? Очень интересный политик и импонирует меня. Но когда говорит о том, что город Якутск, городская администрация должна отказаться от кинотеатров Центральный, Лена, может продавать, да? Я здесь не согласился бы. Тоже там много народа работает. Кино, как ни крути, при Ленине, что это искусство номер один, поэтому в последнее время не только якутский кино, в целом кинематография растет, поэтому люди много ходят. Мне кажется, кто-то будет покупать, и здание превратится в торговый центр или в какое-нибудь другое учреждение. Поэтому мы должны хранить это давным-давно традиционные городские учреждения. Мы можем продавать, например, если вот речь идет о продаже какого-то здания, мэрия, действительно, вот центр города, некоторые кабинеты действительно, скажем, полностью не функционируют. Некоторые, может, учреждения можно там объединить. Есть у нас мэрия 2, мы так называем, это бывшую гостиницу Якутс рядом с автовокзалом. Можно это здание продавать, если надо вот
если очень хотят что-то продавать. Поэтому Ну, продать вообще здание, по сути, это же как бы залатать какую-то дыру текущую, а проблем-то гораздо больше, и одними продажами действительно не решить. нет, на вопрос отвечу все-таки. Да, я жду тоже. Мы это очень долго. Очень актуальная тема. Почему Сава Михайлов пошел в мэр? Почему, да? Ну, какой мотив был основной? Я работаю с января 2019 года в управе строительного округа руководителем, да? Сардана Владимировна назначила по итогам конкурса, замечу. В конкурсе приняли участие почти 20 человек. Кто лидировал еще с вами? Очень много товарищей. Если вот по именам могу ошибаться, Александр Иванов, который сейчас глава промышленного округа, Ахменов, Марат Ахменов, он был заместителем главы города Покровска, Роман Амосов, вот в Фейсбуке есть, который этот наш тренд, поняла. много комментирует, он в парке работает, да? Не С парками связан, Ага. индивидуальный предприниматель, он, очень много народу участвовало, и все такие активные. Первый этап прошли мы, из 20 осталось 6, потом очная ставка была именно. То есть это прям реальный конкурс Да, какой-то реальный был с конкурс. этапами? Основной по ним был исполняющий обязанности руководителя строительного округа Петров Михаил Федорович. Хороший, То есть по работящий факту вы, человек. в принципе, 2 года, да, проработали? И Да. вы считаете, что вы уже готовы? Нет, я не говорю. Мы пропустили 18-й год. До этого во всех выборах принимали участие. Политическая партия, как вы думаете, партия что должна делать? Цели вашей функции партии что? Представлять интересы народа? И не только. Если грубо сказать, партия это цель любой партии это захват власти. Как бы ни звучало. Брать ответственность. Если просто вот какие-то интересы, можно же общественную организацию создать. Вот Компартия, да, коммунистическая партия. Можно, я всегда говорю, если мы Компартия не участвуем на выборах, давайте создадим общественное движение коммунисты и будем ностальгировать 1 мая вы выходить. просто участвуете в выборах просто, чтобы КПРФ было представлено, Нет. да? Потому что, в принципе, да, Нет. вот если посмотреть, допустим, на депутата Бондаренко, откуда, Самара же, да, по-моему? Самарский депутат. Вот он прям так вот, Саратов, да, вот он прям устраивает. Вот он прям делает такое, да, вот причем, я сначала думала, это какой-то шоумен, да, вот который вот прям такой хайп, потом я просто стала вслушиваться, Надеюсь, и я понимаю, что человек на эмоциях, а это невозможно, в принципе, контролировать, как мне кажется, да, и он говорит, вполне какие-то реальные вещи, и вот, может быть, он у вас такая прям, достаточно яркая звезда, у нас же как, у нас же в якутском КПРФ все так достаточно так тихо, скромно, замшело как-то. Я бы не сказал. Не сказали бы? Потому что действительно Бондаренко, в Москве, Мосгордуме тоже яркие ребята, да, Евгений Ступин, бывший судпристав республики, у нас наш земляк. Помню новость недавно. Да, Бурятии ребята, да, хорошие, Баир Сыренов, Леонтий Красовский. Поэтому везде есть хорошие ребята. Вот 18-й год мы пропустили, 18-й год партия официально, неофициально работала в полном составе за Сардану Владимировну. В 18 году. У нас кандидата не было. Мы до этого против Айсена Сергеевича выдвигали Радия Васильева. Так она, по идее, просто как протестный выбор была. А вы за нее работали? Да, агитировали, голосовали, все голосовали, я голосовал. Точно, да. Слушайте, сейчас Когда Грудинин был, она на встрече была, в нашем каком-то митинге тоже принимала участие. Митингов очень много было. После избрания стала сторонницей, да, Единой России. Сами знаете, какой ответ там был. Поэтому в последнее время Якутия, да, город Якутск, удивляет Москву, всю Российскую Федерацию. Это выборы президента. Сколько процентов, да, Грудинин получил, столько не получил нигде по Российской Федерации. Голосование по поправкам. Да, вот в заречных районах, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском
во многих поселениях. Он Усть-Алданский. Гурьдин, в Сотнинцах, например, больше 60% получает. Представьте себе, за Путина 30% населения. А это такие, имеется в виду, авторитетные села. То есть люди же понимают, грамотные люди. Поэтому Думающие думающие. люди. А в Якутске последний референдум по Конституции. На самом деле, да, так такового контрдействия не было со стороны нас. Вот я нигде не выступал открыто. Ну, работник все-таки муниципального учреждения мог бы сказать, да, я против Конституции. Мне кажется, еще больше народу мы собрали бы. Да, вот Компартия в этом активно участвовала. Сардана Владимир тоже в день только голосования по референдуму, там из-за галочки там кто-то сделал, голосует она за, а на самом деле она против голосовала. Поэтому в последний момент только мы высказали свое мнение. Поэтому по городу на самом деле 51... в последний момент. Ну так, знаете, такового на самом деле, повестки не было. Мне очень Повестки обидно, не было. потому что я прям, Да. знаете, я прям физически истощилась, пока я пыталась до людей Вы- донести значит, идею вы- того, что голосовать нужно. Это вы работали, значит? Да, ну мне прям люди так и говорят, что львиная доля каких-то вот, ну, тех, кто вообще раньше никуда не ходил голосовать, они пошли из-за меня. Даже вопрос... А вы в последний момент. Да, я лично, да. Я же говорю, самая такая рабочая пора была, поэтому особо... Так я тоже не бездельничала, у меня тоже рабочая пора была. Ясно. Не, просто видите, это же как бы 50, момент какой-то, ага. это момент нашей какой-то вот, ну, гражданской сознательности, это наше будущее, да, это будущее, в котором будут жить наши дети. Еще раз мы доказали, что Республика Саха, особенно город Якутск, он не протестный, он думающий. Он думающий, Да, он думающий, он не то, что протестный, потому что когда говорят против обнуления Путина и побоялись Эйдроса, да, подумали опять там какие-то кадры решения. Нет, не из-за этого, пусть сидит сколько угодно, да. Вопрос в другом. Пенсионная реформа. Люди же собирались на пенсию выходить и подзаработать там что-нибудь, за внуков, за детей работать. А им говорят, еще 10 лет ждите. Ну, очень много антинародных законов, поэтому инициатив, поэтому народ высказал свое мнение. А там сколько саботажа было, сколько этих опять шантажа было много, да, в школах, не только в школах, в учреждениях. Надо голосовать, поддержать Путина, сильный Путин, сильная Россия и все остальное. Но народ-то сейчас по-другому голосует. Я все понимаю, сколько я все прошел и в своем, когда работал, еще начал работать, сколько гонений было, сколько замечаний было. И эти выборы непростые. Я вначале сколько получал, но я не об этом говорю. Очень много давления, а народ может послушать, да, чтобы избавиться, чтобы чтобы не лезли, да? Да, и руководителю можно еще сказать, да, лишь бы не атаковала, там, не замечала, а потом проголосует, например, за Михайлова. Скажет там, голосуй за Григория, он придет и голосует за Михайлова, потому что люди уже думают и против давления, они хотят сами голосовать, без списков, без ничего. А вот опять-таки везде, наверное, весь эфир буду отвечать на этот вопрос основной. Поэтому вот основные моменты. То, что город думает, и для меня это мотив номер один. То, что я не говорю, вот на самом деле все говорят, Сава коммунист, там мэром станет, город красным станет, там партийная организация создадут. Ну это пусть... Нет, конечно, я... Согласны вы, кстати, с Обединым в этом контексте, что мэр должен быть беспартийным? Надо будет, если народ попросит, да, после избрания, например, Савва Анатольевич. Ну, хотя я никогда не выпячу, когда работаю, в отличие от членов Единой России. Я никогда не выпячу. Вот даже в управе, даже в строительном округе, когда выдвинули меня от КПРФ, мои же старосты говорят, а вы коммунист, что ли? Я говорю, да, давно уже, 18 лет скоро буду. А мы не знали. Вот никогда не выпячиваю и рекомендую всем единороссам не выпячивать свою партию, когда работаете. Возьмите отпуск сколько угодно, там, флагом
своим гулять по городу. А сейчас не надо. Я все время, вот когда захожу, будучи работающим там в правительстве, да, захожу в районы, там чуть ли не флаг Единой России вместе с государственным флагом стоит. Ну, я замечания даю, ну так делать не надо. Вы партийную работу забудьте, когда работаете. Мне кажется, дело тут не в партийности, тут дело в том, что это как бы принадлежность к партии власти, да, именно этот же фактор влияет. Сейчас эти же единороссы, вы помните, это 10, 15, даже 5 лет назад этот значок Единой России не одевали? Я? Нет. Сава Михайлова спрашивает, не надевали, потому что я сама долгое время тоже была членом партии «Единая Россия». С июля 2002 года я вступила в нее тогда, когда это еще была, ну, действительно какая-то интересная инициатива, интересная партия с интересными идеями, мыслями, видениями. И вышла буквально в декабре 2019 года. Поэтому мы с вами встречались на дебатах. Да. И вот сейчас никто же без значков ходит. Даже у основного, как говорят, кандидата нету значка «Единая Россия». Уже стыдятся. Уже вот по улице просто пройтись, да, опрос. Поддерживаете Единую Россию? Один человек скажет, из тысячи скажет, да, поддерживаю. Ну, слушайте, давайте мы не будем все-таки здесь как бы устраивать антагонизм КПРФ или там «Единая Россия», да. В принципе, все все прекрасно понимают, все прекрасно понимают. И команду должны создавать представители всех партий. И когда будет формирована новая команда окружной администрации, не должно быть там партийная работа, должна быть работа. Действительно, как я уже вчера озвучил, наша партия должна быть именно за развитие города Якутска. Хорошо. Так, в принципе, я до конца и не услышала, почему почему конкретно Сава Михайлов идет. Вы считаете, что вы сделаете лучше? Сейчас же хуже становится. То есть, если даже вы придете, хуже не станет, вы в этом смысле? Нет, надо прекратить, я еще раз говорю, нам надо объединиться всеми силами и работать на улучшение горожан, на улучшение города в целом. Здесь не должно быть разделения, например. Я с республиканской властью, с федеральной властью готов очень активно работать. И что будет подразумевать активная работа, ну, допустим, с лоббирование интересов города Якутска во всех фронтах. Мы должны добиваться, чтобы программы работали. Закон о статусе столицы кто-то слышал, кто-то, может, даже горожане не знают, но есть такой закон, очень хороший. Он не работающий. Вот стратегия скоро выйдет, указ скоро подпишет Александр Сергеевич. Тоже подразумевает очень хорошую поддержку от республиканских властей. Поэтому в виде чего или скольки? Не, в виде поддержки, ну, материальной поддержки. Ну, сколько? Ну, подразумевается 100 миллиардов в течение 10 лет. Каждый год 10 миллиардов рублей на решение основных вопросов города Якутск. Город Якутск, если сравнить с другими городами, это деревянный город. Люди живут в ужасающих домах. Это не только 17-й квартал Сайсари или Кирзавод, это очень много повсеместно везде двухэтажки стоят. Мы должны конкретно этот вопрос решить. Говорят, что надо решить этот вопрос до 2030 какого-то года. По строительному округу это какие суммы, вот чтобы полностью деревянный фонд по самым скромным подсчетам 40 миллиардов. 40 миллиардов? Да. То есть на один только округ это 10 лет? По городу, чтобы убрать все деревяшки. По всему городу? Да, чтобы все деревяшки у нас переселить. Ну, в принципе, в чем проблема, если, допустим, такое финансирование будет, условно говоря, это же вопрос только технический. Нет, здесь федеральная программа, мы не подключились в свое время, да, до 2017 года надо было все деревяшки признать аварийными. У нас было признано только часть. Почему? Не знаю. Я кому это было выгодно? В городской администрации не работал, не знаю. Почему не разъяснили?
Мы за 2 года по 17 кварталу только, да, объявили, признали дома аварийными более 100 домов. 150 с чем-то домов. Это очень большое количество. А за 5 лет было признано аварийными где-то 40 домов. А за 2 года 150. И только вот, например, сейчас осталось в округе около 330 многоквартирных домов деревянного фонда, да? А за 2 года, вот второй этап, где будет работать 21, 22 года, ну до 23, да, будет переселяться 36 домов. Представьте себе, еще 300 остается. А когда будем расселять? Третий этап, когда начнет работать. Поэтому здесь по фонду реформирования ЖКХ очень сильно надо работать. Степашин здесь постоянно бывает. Шпектор был по кварталу, он как раз ездил. Я тоже поднимал этот вопрос, что надо не только город Якутск должен думать об этих деревянных домах. В первую очередь здесь должна помочь именно республика и федеральный центр. Потому что вот в Москве же идет реновация Собянинская, да, от Хрущева. Кто-то за, кто-то против. Здесь тоже в Якутске можно организовать такую же реновацию, чтобы поддержали именно федеральные власти тоже. Чтобы у нас вот депутаты такие активные были, они давно уже пенсионного возраста, которые мало что решают. А люди, которые там активно работают. Город, выборы же в сентябре будут. И здесь мы должны, например, посмотреть, кого будем избирать. Город Якутск должен быть один из приоритетов. И когда говорят, 1/3 в Якутске живет. Да, по прописке 1/3 живет. А фактически половина республики здесь живет. Больше, смотрите, да. Вот вы сейчас говорите, да, депутатов, они там все уже возрастные такие, надо бы их сменить, да. До этого, несколько минут назад, вы сказали о том, что все-таки традиции надо сохранять. А кто, как невозрастное поколение, в принципе, является носителем традиций? Потому что, ну вот взять меня, допустим, я в чистом виде человек, который эти традиции, если они не работают, да, то есть для меня традиция, слово, это не какой-то вот прям веский аргумент, чтобы вообще не притрагиваться или вот не попытаться это изменить или скорректировать как-то, да. В этом плане я не имею такого священного трепета перед словом традиция. Но тем не менее, как бы, да, вы же до этого сделали упор на традиции, и теперь говорите, что вот там нет, традиция в другом. Традиция то, что именно как город должен развиваться. А кто знает-то, как должен? Исторический облик. В центре зачем столько деревьев, столько многоэтажных домов строить? Но это же не вопрос традиции, это все-таки вопрос, наверное, комплексный, я так думаю, да, то есть тут и внешний вид, и комфорт, и транспортная схема, и экология та же, опять же, да, в целом, наверное, в скором времени возникнет вопрос экологии. Просто горожане и мы сами, да, все должны чувствовать, что город Якутск один из городов Дальнего Востока, если не единственный, который растет. Все остальные падают по численному населению. Это уникальный город, и мы сами должны, горожане, думать, что мы уникальные люди, живем в таких суровых условиях, это сохраняем наш город. Давным-давно, может, кто-то уехал бы, но мы же сохраняем, дальше должны сохранять и развивать. Если бы не пандемия, Якутск постоянно находится в таком в центре внимания. Вот куда бы ни ездил, все говорят, Якутск, мы хотим посмотреть. Вот люди недавно просто частным визитом приехали из Владивостока, а из Москвы-то очень много приезжает. Особенно чувствовать город Якутск, какой он. Когда бываем, вот показываю старый город, ну радуется, ну он же на самом деле отремонтированный. Он не отремонтирован, он наводил вообще-то. Ну, имеется в виду там дорожки, все остальное там. Ну, в Иркутске тоже в центре, там тоже абсолютно новые домики деревянные. Да, вечная мерзлота, поэтому все равно народ и столица национальной республики, поэтому люди хотят посмотреть быт, культуру, кухню. Мы должны быть готовыми. Поэтому говорю, город уникальный и будет дальше расти. И для Российской Федерации он геополитический центр, можно сказать, на северо-востоке. Хорошо. Хорошо. Нет, с Якутском понятно. Сава Михайлов, что привнесет в этот город?
Что, да? Самое главное это кадровый вопрос. Мы в кадрах должны очень быть требовательны, и спрос должен быть очень жестким. Потому что неосвоение идет, какие-то нарушения идет. Если брат, сват, там, племянник, сестра, брат сидит на этих руководящих должностях, или друг там, одноклассник, скажут, ну, в следующий раз А вы так не будете не ошибайся. делать? А вы так не Нет. будете делать? Сразу ответит, по закону ответить. Я сам отвечу. Мы все должны ответить. Я не говорю, надо быть как японцы, да? Чуть что сразу правительство уходит в отставку. Но это цивилизованный мир. Мы должны к этому все-таки идти. Не должно быть клановости, кумовства. У нас как это было последние годы? Так не должно быть. А Поэтому как последние годы было? ну, я не только по Якутску говорю, и по республике. Улусничество, аласный менталитет. Но в Якутске конкретно он работает? Ну, в городской администрации особо нет, но я прекратил бы эти все действия. Потому что, когда приходит, вот даже город же маленький, мы друг друга знаем. Смотришь там назначение новый, да, указ, биографию читаешь, все видно, ясно. Чей-то племянник, чей-то... Чей-то зять? Да, да. Не должно быть так. Ну, не должно быть. Спрос должен быть именно требования. И эффективно использовать все средства. Эффективно. То есть вы считаете, что От кадров... действующая администрация, она неэффективно расходует, Вот, осваивает да, опять-таки средства? будем ссылаться на Обедина, да, раз он говорил, что глава... Этот... Не, ну вы же изнутри, в принципе, вы же тоже должны сами понимать и знать. Я, Почему как работник мэрии, всех знаю. Почему мы будем Обедина-то рекламировать? Нет, я не рекламирую, я просто говорю. Действительно, он прав, и все кандидаты правы, которые говорят, глава это один поле не воин, он должен быть именно с хорошей, сильной командой. Вот, например, Лена, вы 5 заместителей главы города можете сейчас мне сказать? Ну, кого знаете? 5. Я знаю заместителя по образованию. По Наталья, социальным вопросам. По социальным вопросам, Ага. да. Не, ну 5 не назову. Ну вот, это 5 не назову, человек, да. который знает все. А горожане? Ну, вот от этого исходит. Очень должны быть сильные заместители. Вот, например, в правительстве республики я сейчас не буду комментировать, а во время Вячеслава Анатольевича какие сильные были заместители председателя. Все же знали. И все на них смотрели. Пример Егор Борисов, Грабцевич, Артур Алексеев, Александр Власов. Всех же знали, все глыбы. На что вы намекаете? Нет, мы даже... Нет, не про Артура Алексеева. Нет, я про то, что Не, вы я- имеете в виду, не, что я- авторитаризм Не. главных лиц такой, что Не. все остальные в тени, Заместители никого не такие же должны быть, очень сильными должны быть. А может, они Заместители. сильные? Я, допустим, смотрела, опять же, отчет ИО мэра Григорьева, да, перед депутатами Гордумы. И вот он очень часто, кстати говоря, Наталью Романовна, да? Мгм. Или Романова, сейчас путаю, да? Наталья Романовна Степановна. Да, Степановна. Человек, Вот, да. Ой, она очень опытный Ну, в человек. Да, отрасли образования, да. Вот, да, Ну, социальный вопрос не только образование. конечно. Столичное пособие 500 рублей платит. Но имеется в ребенку. виду, что она же, тем не менее, в данный момент это тот человек, который этим вопросом занимается. Да? Но опять же, никого, в принципе-то, не слышно. А почему должно быть, с другой стороны, слышно? Почему? Очень сильная команда должна быть. Заместители. По ЖКХ очень сильный человек должен быть, который разбирается в этой теме. По дорожному хозяйству, по строительству, по градостроительству, по социальным вопросам. Но вы считаете, что те, которые сейчас, они не сильные просто, поэтому их и не слышно? Да. То есть были бы сильны, ну а кто их нанимает на работу-то? Глава города Глава назначает. города. Да, глава города Так же, назначает. как и зампредседателя правительства тоже, по-моему. Глава республики назначает. Да, всех министров, даже вплоть до заместителей министра. Поэтому здесь все зависит от ярких личностей, которые конкретно работают, которые знают всю проблематику. Я, например, вот в Сайсарах недавно был... Представим, что вы мэр. Вы бы Мгм. кого себе, вот 5 замов, кого бы взяли? Я вот от участников выборной кампании кого-нибудь пригласил бы. Мгм. Евгений Григорьев, например, да,
он, в принципе, начал работу именно по безопасным, качественным автодорогам, вот, реализовать этот проект. Хотя, конечно, вопросов тоже есть, очень много вопросов есть, особенно у горожан. Вот, когда работаешь, иногда не замечаешь, а когда вот с людьми разговариваешь, я говорю, по БК же мы сколько уже километров строим, в разы больше, чем когда-то, да, еще выйдем, говорят. Ну, лучше качественно сделали бы, ну, и поскромнее, они так говорят, по-разному. Поэтому он бы продолжил, например, в этом направлении работать. По ЖКХ, конечно, здесь очень много хороших специалистов работает в ГУП ЖКХ. Мне кажется, хороший конкурс провести и найти хорошего человека, например, который действительно разбирается в коммунальной, в жилищно-коммунальном хозяйстве. На самом деле заместитель главы по соцвопросам — это очень большая фигура, очень большая. Это же работа с общественностью, работа с населением напрямую. Времени на самом деле много. Вот я же говорю, досуговый центр в Сайсарском округе, бабушки, дедушки, очень много кружков, сами арендуют здание. Кто-то помогает, конечно, но в основном сами. На голом энтузиазме, куда-то ездит, там в Сочи, сами там субсидийные билеты покупают, там показывают республику. Говорят, мы не знаем, у нас есть зам по социальным вопросам. Вот такие вопросы. Не только они, работа с национальным культурным общиной. А зачем заму по соцвопросам, в принципе, да, вот напрямую вот этим заниматься? Со всеми. Мы же должны... Ну, в организационной структуре этого человека, по идее, немало вопросов. Я не защищаю, я просто вот сейчас вот как бы вот пытаюсь понять, потому что, ну, точно так же, как у зама там по дорогам, по ЖКХ, по чему угодно, да, у них тоже есть свой круг обязанностей, свой круг вопросов, да, свой круг каких-то обязательств непосредственных. И вот туда добавлять, допустим, ничего против бабушек не имею, Сайсарского досугового центра, да. Но вот все сейчас будут приходить и с руководителем, допустим, управлять. Ну, какая-то другая, может, система должна быть? Нет, взаимодействие должно быть. Мы должны услышать каждого. Поэтому здесь... Сейчас скажу. А вам не кажется, что люди, в принципе, как бы им лень выходить, искать информацию, да? И поэтому они просто ее не ищут, Нет, им проще самим решить. Это все технократия. Если все живем вот этим указами, проектами, распоряжениями, конкретно для достижения каких-то индикаторов, это все правильно на самом деле. Это технократия. Мы забудем жителей. Сколько ансамблей, сколько национальных культурных общин, сколько вопросов, сколько общественных организаций, сколько благотворительных фондов, та же социальная столовая, в котором каждый день сотни человек, да, обедают бесплатно. Это все социальный вопрос, социально-общественные вопросы. Это тоже политика именно работы городской власти. Если мы не будем обращать на разных вот такого рода активистов, то возникнут, ну, поэтому, как говорится, возникнут недопонимания. Вот люди же минус 50 выходили на площадь Дружбы народов. Они не за Навального вышли. Они просто, им внимания не хватает. Внимания для... Вот, в смысле? Нет, я не утверждаю, что они за Навального, но почему есть внимание? Не, они не за Навального, мне кажется. Там может быть, да, может быть этот координатор, как его зовут, может он выходит, хотя его сразу задержали, да? Люди выходят, чтобы высказать свое мнение, они нигде не выступают, везде запрещено, там какая-то площадка должна быть, чтобы люди высказали, да? Вот этот Николай Захаров со своими этими цветами. Ага, позавчера тоже видел. Мэр выходил, народ там, я подарю там миллиард цветов или что-то там. Ну, выходи и поговори. ЯКНК в свое время с Егором Афанасьевичем такая хорошая любовь была, да, имеется в виду, вот друг друга там много раз выходил он. Тоже, ну, пригласили и поговорили. Не, ну, насколько мне известно, Сардана Владимировна Авксентьева выходила разговаривать с этим Захаровым.
но это может быть не То очень есть, корректная информация. перехода но... в радикализацию не должно быть, перехода в какие-то такие деструктивные понятия не должно быть. И если этих людей мы услышали бы, то есть то, что они хотят, то, что хотят высказаться. Кто-то говорит, вот я знаю, что там несколько людей просто вышли высказать свое мнение против пенсионной реформы. Есть такие люди. Например, нельзя. Тут я точно не согласна, потому что, я сразу, допустим, примеряю на себя, да, вот по идее у меня работа, она как бы из помогающей сферы, да, и есть у меня пласт непосредственно платный, то есть платные консультации, платные курсы, да, есть бесплатный формат, то есть я в любом случае понимаю, что не все могут что-то позволить себе на данном этапе развития, допустим, да, но людям все равно нужна какая-то подсказка, какой-то толчок, какая-то точка опоры, от которой они оттолкнутся и дальше пойдут, да. Но если я буду выслушивать все жалобы, как бы для чего? Я их не могу просто для проформы выслушивать. Типа, ага. Вот это как бы я считаю неправильно, да? А если вникать в каждую суть, то меня тоже не хватит. Нет, и должны быть какие-то четкие... Не сотни же. Да можно много. Послушать. Да много. Можно в городе создать какую-то маленькую площадку. Если вы будете сидеть слушать бесконечно, это просто невозможно. Это, в принципе, во-первых, формировать в людях вот эти вот паразитические настроения. Да? Люди, это звучит гордо. Человек это должно звучать гордо. В принципе, человек должен быть самостоятельным. Это все равно, что с 35-летним мужчиной взрослым, да, нянькаться и за руку его водить. Это то же самое. Людям нужно, в принципе, давать какой-то повод для фрустрации. Пускай они самостоятельно решают свои задачи. Человек родился для того, чтобы у него есть все ресурсы. Конечно. Я не говорю про финансовые, я говорю про то, что у тебя стартовая площадка такая, от которой можно что-то сделать, да, и сидеть уповать на то, что ты не родился в богатой семье, там, или еще что-то, да, поэтому нет, или там, потому что ты бабушка, а тебе не дали номер телефона выхода на руководителя департамента по социальной защите, как бы это немножко странно, знаете, я считаю, что это не совсем. Извините, что вступила в полемику, в принципе, ваша позиция... Я не говорю. Но все-таки люди сейчас, да, мне кажется, очень сильное внимание хотят. Вот когда... А вы его хотите дать? То есть вы будете мэр-внимание? Почему нет? Сострадание должно быть. Надо узнать, помогать. Вот, может, округ такой у меня. 2 года. Зачем вы ко мне пришли? Я же самая жестокая вообще женщина на свете, которая, в общем, традиционном понимании не имеет ни сострадания, ничего. На самом деле это не так. Мне сказали, что ты туда, в студию идешь к Алене Алексеевой. Я говорю, а что? Мне нечего скрывать. Я сам себя, я не говорю какой-то состоявшийся человек, или я только начинающий, и мне кажется, команда хорошая, и то, что вот народ, жителей, да, города, и очень много сторонников каждый день появляется, это для меня очень такой большой успех, а я сам себя же сделал. Имеется в виду, после школы на самом деле у меня баллы по ЕГЭ, если не ошибаюсь, там 72, 65, до 80 дошло. Мы первым сдали ЕГЭ. Что-то у меня всегда так. Когда школу заканчиваю ЕГЭ, когда устраиваюсь на работу, какие-то законы новые, мусорная реформа, например, со мной началась. Везде какие-то вот реформами живу, да? Видимо, испытание какое-то есть. И я поступил на 2 вуза. Имеется в виду на 2 факультета. На каких? Юридический, исторический. Почему я говорю юридический? Хотел, но в школе хотел юристом стать, но почему-то не получилось. Все время хотел, поэтому перешел на... потом подумал, в школе обучаюсь, буду, скорее всего, учителем истории. Почему-то так подумал. Поэтому подал документы на 3 факультета. На факультет якутской филологии, там литературный критик, специальность. Я после первого экзамена поехал в Татту помогать брату на сенокос, потому что был уверен уже, что я поступил на заочное отделение биологического факультета. Почему такой разброс?
ФЛФ, БГФ и и исторический. В школе хорошо учился. Если старался бы, да, может, очень хорошо учился бы. А зачем хорошо учиться? В смысле? В прямом? Чтобы хорошую профессию получить, чтобы... Ну, видите, это на самом деле просто сферы как бы моей вот сферы непосредственной, да, работы. Люди, которые пытаются кому-то что-то доказать, извините. Не-не, да? я сам себе. Да, ну сам себе, да, ну, неважно. Не-не, есть, я как бы, они начинают, вот, я просто сама из этой же категории, да, я школу закончила с 2 четверками, там, или с 3, я очень там не круто. помню. У меня половина. Так проблема в том, что я не знала, куда поступать. Я могла себе позволить и экономически, потому что у меня и с алгеброй, и с геометрией, ну, геометрия там, в принципе, я не помню, уже нужна была, не нужна, да. Я в физмат-классе училась, закончила. И, опять же, с гуманитарными предметами. И на самом деле, мне кажется, ну, это немножко так вот для людей проблема. Поэтому они не могут определиться, куда им идти. Вот у них такой разброс, да, то ли на экономический, то ли на факультет иностранных языков. То ли на БГФ, то ли на ФЛФ. Ну, совсем разные вещи. Почему ФЛФ? Потому что в 10-11 классе я много стихотворения, там какие-то... Но по стихотворению у меня не получалось прозы. Вот показать бы грамоту. Конкурс был среди молодых писателей имени Табурокова. Сейчас вспомню, какой год, 2002 год. Я там занял 2 место. Комедию написал. Да? Ага. Потом бросил все эти дела. Почему? Не то, что бросил, пока откладываю. Вот у меня рукописи есть. Один раз в Тоймаде, один раз в то время был журнал Далага, Дерсас вроде, ну в 3 изданиях печатался. Ну, поэтому хотел вот... Это как хобби? Да, как хобби. Но хобби, мне кажется, это как раз больше характеризует человека, что ему нравится по-настоящему. Потому что, когда включается разум, да, вот вы начинаете думать, так, если я туда пойду, я буду столько-то зарабатывать, да, а хобби это же от души. Да, это от души. Я коллекционированием Может, вам не мэром надо стать, но наоборот заниматься вот тем, что душа велит? И дочку будете видеть чаще, и сына. Не, ну я серьезно, просто это такие моменты, которые действительно нужно обдумать. Да, потом поступил в БГФ и стал заочно учиться. Хорошо учился. БГФ окончил 2 дипломами. Первый диплом географ, второй педагог по географии. И когда учился, был активистом стройотрядов и все остальное. И глава района назначил в отдел молодежи в своем районе. Я там чуть поработал и уже с 2008 года в Якутске живем. А когда вот заочно работал, я заочно учился, я подрабатывал и работал, например, в 27-й школе сторожем. Ага. И Столько сторожей за эту предвыборную кампанию. Да. Продавцом работал в строительном рынке, краски торговал. Кстати, очень хорошо разбирался, когда продавал. Сейчас, к сожалению, уже нет. И то есть сам себя как бы обеспечивал, сам себя искал все время. Нашли? Да, конечно, нашел. И потом вот когда в Компартию вступил, в 2003 году партийный билет получил в марте, да, как раз ровно 18 лет назад. Почему выбрал Компартию? Я не говорю, что семья коммунистическая, там мама, конечно, комсомолкой была, она ветеринарный фельдшер, они в совхозе работали. Не то, что там советское воспитание, действительно воспитание очень хорошее было. Честность, самое главное честность, и плохой никому не делай. Поэтому мы многодетная семья, поэтому вот так воспитались. И когда пришел, вот думаю, все-таки человек не должен только дом и работа, а студент учеба и дом, да, например. Чем-то человек должен заниматься. У кого-то что-то должно быть, общественная работа. Поэтому начал себя Почему должно быть? Я всегда, когда слышу слово «должно»,
Ага. Мне всегда кажется, ну как это должно? Ну в мире 7 миллиардов людей, да, и у каждого должно быть так. Но если, допустим, живет человек по принципу дом, университет, то пускай живет. Ну, пускай живет. Ну, я говорю для себя. Угу. И это... Так, подождите, мы сейчас... У меня же вопросы же есть, да? Опишите, пожалуйста, вашего избирателя. Кто он? Два типа. Первый? Первый это из-за того, что я выдвинут коммунистической партии. Это люди старшее поколение, люди советской закалки, это дети войны, это люди старше 60 лет, это люди, которые многие ностальгируют, люди хотят, которые жили в Советском Союзе, да? Но вы же не дадите им этого. Вы же сказали, что не будет такого уже повтора советского, там вот этого все. Надо по-новому. В кадровой политике уже будет ответственность какая была. Да. Ответственность как во времена СССР. Считайте, там была ответственность. В любом строе были минусы и плюсы. Вы лучше меня знаете. Ну, конечно. Ну, неспроста же были такие передачи, вернее, как она называется-то, «Фитиль». Помните? Юмористические, сатиристические такие зарисовки. Они всегда да, и партийный контроль был, и в газетах, на самом деле. Говорят же, сейчас в Советском Союзе цензура была. Цензуры не было. Как раз очень хорошие там заметки были. Если кто-то что-то натворил, ну, это если кто-то что-то натворил, да, это порицание, причем, ну... Не в отношении руководителей тоже было. Ну, определенных, ну ладно. Ага, второй тип все-таки молодые ребята. Почему? Потому что мы же именно эти выборы почему-то, ну, наше поколение, вот в 80-х. Ну, это уже не такие уж и молодые. Ну, да. Ну, кому как. Я всегда себя считаю... Ну, да, по классификации Всемирной организации здравоохранения до 44 лет это ну, да, по закону республики это до 35. Не, ну мы молодые. Не, я вообще будем не молодыми против, все ну, время. Это 85-го года Григорьев, 90-го Рябченко вроде. Очень молодой. Вы? 84-й. Да, поэтому говорю. И мы даем пример вот молодым ребятам, активно работая. Я вот всегда, когда уроки патриотизма или как-то там участвую, меня приглашают же уроки патриотизма. Да мне само название уже не нравится, но ладно. Ну, перед 9 мая. И я рассказываю там о ветеранах, о памятниках. Многие же не знают о сквере Матери, например. И когда рассказываю, говорят, вот кем хотите стать? Дети многие когда-то сразу говорили там. Блогером. Сейчас, да, все по-другому говорят. Уже никто не хочет стать там... Космонавтом? Нет, ни в коем случае. Ну, это конечно, Рогозин провалил все, каким космонавтом. Да это хочется стать Илоном Маском. Да. Нет, очень креативная молодежь. Поэтому говорю, но, к сожалению, да, я ни в коем случае поколение ГИФО или поколение ЕГЭ их не называю, как во многих там источниках пишут, да, про нынешнее поколение. Но, к сожалению, действительно, очень мало информации, что ли, получает, много чего не знает. Хорошо, я поняла. Старшее поколение, потому что ностальгирует по СССР, и молодежь. А какие есть проблемы у города, которые вы, даже если станете мэром, не сможете решить? Именно сейчас это собачий вопрос. Почему? Потому что вопрос регулируется федеральным законодательством, а закон антигуманный. Закон против нас. Именно вот северные территории не учитывает. Поэтому здесь прерогатива именно Государственной Думы. Поэтому с Госдумой надо очень сильно работать. Мы все время говорим, все время все кандидаты отвечаем. Будем работать, там инициировать. Ну, давно вот уже я пора. Сейчас вас слушаю, я тоже представляю, думаю, вот как вы что, прям пойдете на охотный ряд 4, будете что-то там пробиваться кому? К Бурматову и говорить, я мэр Якутска, у нас проблемы с собаками, как и во всей России. Во-первых, фракции у нас очень сильные.
За счет фракции пойдет? Да, с моими депутатами, которые там работают, пойду, очень много активных, которые и с Бурматом будут разговаривать. В Бурятии же случай произошел, и в Якутске были случаи. Поэтому я не говорю ни в коем случае там по утилизации или какие-то вопросы. Нет, у меня у самого много там собак было, сейчас хомяк живет, дочку любит, поэтому. А так, животных очень люблю, но действительно, пока мы не готовы сейчас, вот западное законодательство нам установило, ОСВВ, да, мы это не можем реализовать в Якутске. Вот пункт передержки по Чеченко находится. Действительно, надо вывести за пределы города Якутска, потому что жители промышленного округа, особенно они, страдают от этих собак. Еще какие проблемы? Ну, только это, да, тогда да, можно, потому что... какие вы считаете основными такими ключевыми темами, проблемами, ну, такими яркими моментами, да, яркими в плане того, что очень сильные проблемы, да, которые прям в первую очередь вы бы решали, если бы стали мэром? Пошел бы сперва или пригласил, скорее пошел бы, да, в знак уважения, все-таки федеральное учреждение, руководитель управления Федеральной службы исполнения наказаний. И сперва здесь. И сказал бы, давайте выведем все учреждения за пределы города Якутска. Мы где-нибудь поможем территории за пределы Якутска, но в городе, в черте города не это должно прямо быть. самая такая главная проблема, которую в первую очередь надо было бы решать? Нет, я спрашиваю про какие-то такие проблемы. Я несколько вариантов говорю, несколько вопросов. Нет, почему это не серьезный вопрос? Не, ну я имею в виду прям такое животрепещущее. Я же говорю, безопасность прежде всего. А вы считаете, воспитание, кирзаводе, вот дети играют, а там колония стоит. Ну, не должно быть такого соседства. Это уже какая-то подсознание, уже какая-то культура идет. Там много этих вещей. В первую очередь мы должны конкретно, да, ситуационный центр камерами, побольше камер поставим, потратим, не знаю сколько, да, зато мы установим в городе полностью видеонаблюдение. Как в Сингапуре. Да, что все посмотреть, и тот преступник, который что-то хочет совершить, да, подумает, вот за мной наблюдает, старший брат следит за всем. Мы в городе полностью должны это, потому что в темное время суток... Сколько денег это? Сколько это денег? На самом деле, вот многие города этот вопрос решили, начиная с Казани, с крупных городов. Это поэтапно же пойдет. Поэтому сумма, конечно, от технологий зависит. Какие камеры недавно будут, вот тоже, я читала, что установили камеры, с которым можно легко подключиться и прямо То есть безопасность. Данные. Третье, это архитектура, градостроительство. Мы должны здесь пересмотреть все наши вопросы. Когда дом вводится, какие согласования идут. Почему мы строим до сих пор в центре города огромные многоэтажки? По Лермонтове он и так везде город пробки стоит. Еще вот Курашова и Лермонтова, там панораме еще 3 высотки еще появится. Каждый раз застраивается. Поэтому мы в центре города должны отойти. Вот Прометей, хороший район. И здесь за ДСК тоже по Воинской начался хорошее это застраивание. Поэтому мы сюда и переезжаем тоже, в этот район. Да? Да. Ну вот. Поэтому и мы должны, это по застраиванию говорю, да? Следующее, экология. Где-то слышал, но я не буду обманывать, чтобы у кого-то в программе есть. Ни в коем случае я не говорю, но где-то слышал, есть планы по 204 вплоть до 208 микрорайона. Но это, извините меня, мы наоборот должны сохранить Зеленый Луг, потому что это легкие города Якутска. Мы должны не по той схеме идти развиваться, да? А по какой? А по какой надо? Вот, по Воинской. Посмотреть, именно спальные районы развивать, а вот зеленую часть города не трогать. Мы говорим, например, вот рядом озеро Сайсары, да? Священное же озеро. Мы должны будем делать реестр именно местного назначения священных мест, где вот, ну, это уже больше к вере, наверное, скорее и традиции. Мне интересно просто, как это будет зафиксировано на бумаге. Места особого... Да, особо охраняемые зоны, природные зоны есть, особо охраняемые места есть. В Минохране природы есть понятие, список
А где вы деньги на все это будете брать, вот на всякие перечисленные меры? Не, в основном это же... Ну, перенос, допустим, колоний. Ну, это федералы. Угу. С федералами будем работать. То есть, короче, вы нацелены на плотную работу с федералами. Да, и... вот... Будете ездить в Москву постоянно? Нет, зачем? Вчера видела в Телеграме, выложили кучу фоток, или где-то в Инстаграме, я не помню, кучу фоток, где вы ездите, отдыхаете без конца, там, 2 или 3 раза в год куда-то ездите. Ну, я, на самом деле, объективно посмотрела по датам, да, там ничего такого прям криминального нет. Ну, то есть нормальный работающий человек может себе позволить. Не были в Западной Европе, Мальдивы, Сейшелы, да, Куба для меня очень дорого. Там даже только, Египет очень там дорого. только Турция да? и что там было? Нячанг, Вьетнам. И Советский Союз. Да, и я такая думаю, господи, боже мой. Проездов тоже есть. Ну, есть я только же, этим пользуюсь. Ну, да. И вот Байкал рядом. И то субсидированные И то раздули прям столько скандалов. Как будто там я езжу. Ни разу не был в Арабские Эмираты. Тоже ни разу не был. Да, я думал, во многих странах уже был. Не, я во многих странах, но туда почему-то не доехала. Ну вот, поэтому говорю, здесь нет. Это то, что пишут, на самом деле, да. Как вы вообще относитесь к этому, ко всему, что пишут? Что вас задевает больше всего? Сейчас, например, то, что пишут, очень смешно. А супруга как реагирует на то, что пишут? Супруги есть супруга, она сперва все моменты болезненно воспринимала. Не только вот перед выборами, какие-то вопросы, например, есть, болезненно воспринимает, там, критику, например, какую-то есть, там, жалобы или что-то там, или о чем-то напишут там. Ну, на самом деле, таких публикаций даже мало было совсем, да, и всегда болезненно воспринимала. А сейчас перед выборами я говорю, нервы не трать, нигде не сиди, имеется в виду, чтобы не читать, да, на пабликах смотрит, читает, очень хорошо говорит, вот пишут. Ну, мы сейчас вдвоем смеемся. Иногда вот то, что пишут, особенно вот вы напомнили про то, что мы в Грузию ездили. Ну, мне кажется, там больше всего не понравилось то, что выложили фотографии прям и детей, и всего. Зачем это нужно было делать? Это я не знаю. На самом деле некрасиво. На самом деле это некрасиво, когда детей показывают, да? Нет, то, что я в Инстаграм опубликую детей, это, наверное, разрешение даю, да? Вот они так скажут. Ну, сам же публиковал. Ну, по идее, да. Ну, а потом, да. Ну, вы публичное лицо уже, особенно когда вступаете в гонку. Я и не закрывал никогда страницу, всегда открытый. У меня ВКонтакте и Инстаграм. В Одноклассниках ни разу не был. И не знаю даже, зарегистрирован или нет. Но вот ВКонтакте когда-то очень хорошо увлекался ВКонтакте, да? Сейчас давно уже нет. В Инстаграме. ТикТок вот недавно попросили в ТикТок чтобы молодежь посмотрели в ТикТок, но, честно говорю, я даже не могу понять, что это такое. Там что-то загружаю, кто-то читает, кто-то не читает, не разбираюсь. Мне Инстаграм ближе. В Твиттере тоже зарегистрировался, но особо не пишу. В Фейсбуке просто читаю. Фейсбук для меня, чтобы читать мысли, что обсуждают, потому что в Фейсбуке очень хорошая аудитория, именно не анонимов, уже... Не, ну анонимов там тоже достаточно. А так вот по троллингу, да, если сказать, по троллям, вот имена не озвучу пока. Есть такие представители СМИ или блогерства, которые критиковали работу мэра очень сильно. Очень сильно. Вплоть до перехода на личность. Все они сейчас активно отрабатывают, очень активно, 100% работают за Евгения. Ну, я ничего не говорю. Ну, а это же одна команда. Мы же почти один и тот же человек. Ну, что тогда изменилось? Да. Не, почему так? Что за двойные стандарты? Вот НВК Саха, еще раз, мой любимый канал, мой любимый реальный канал. Вот у меня, не знаю, откуда эта мода, у нас всегда включен телевизор НВК Саха. Конечно, дети смотрят там,
карусель и все остальное. Но когда я дома, обычно вот хорошо, что 2 телевизора имею. НВК Саха постоянно включен. Я очень люблю. И вот 2,5 года Сардана Владимировну ни разу не показывали. Ни разу. Вот где-то что-то открывается, но она вот есть, но комментарий ее никогда... Якутск ТВ показывал. Департамент СМИ там с кем договаривался, там печатали. А государственной СМИ ни разу. Зато сейчас наверстали все, что не показывали. Январь и февраль, это уж слишком, перебор. Не, с другой стороны, мы теперь понимаем, что и сама Сардана Владимировна, значит, на эту игру согласилась. В принципе, по-моему, всем очевидно и ни для кого не секрет, что это полностью поддержка с ее стороны. А так, на самом деле, такого разделения не должно быть, потому что мы все... опять не должно быть. Не, подождите. Имеется в виду разделение город, республика или какого-то вот спора. А почему нет? Я считаю, вообще, в принципе, да, город, во всяком случае, только выигрывает от противостояния города и республики. А каким образом? Каким образом, да, допустим, условно говоря, там, если бы стал бы Федоров тот же, да его бы проверяли от и до всегда бы. То есть он бы точно работал как нужно. Во-первых, у меня лично свое мнение на этот счет, что, скорее всего, бы он работал. Но, тем не менее, тоже же личность неординарная, да, со своими там какими-то нюансами, так сказать. Но вот это противостояние, оно в любом случае то, от чего выигрывают люди. Потому что в дружбе между Кирова 11 и проспектом Ленина 17 я, честно говоря, никаких перспектив вообще не вижу. Я ни в коем случае не говорю о дружбе. Это нереально. Да. Это когда друг друга в тонусе держат, это гораздо лучше всегда. Это отдел будет, это департамент будет по развитию города Якутска. Можно мерю так переименовать. Если, например, там нужный человек будет и все время управляться будет. Нет, они должны отстаивать. Просто таковой информационной или междуусобной войны не должно быть. Как было. А какая разница? Люди же все равно видят это. Вы же, приходя домой, вы же говорили, что вот я прихожу домой, а Сарданы Владимировны Авксентьевой, которая была на тех или иных мероприятиях, ее просто-напросто нету. То есть вы же, как человек думающий, вы же это увидели? Увидел. Пускай оно будет нарочитано. Я, допустим, когда мне пишут какие-нибудь плохие комментарии, если это только не прямое оскорбление меня, да, или там использование каких-то ненормативной лексики, или оскорбление в адрес моих подписчиков, я никогда комментарии такие не удаляю. Потому что пускай видят, как себя ведут люди. Вот и все. И мне кажется, здесь не надо ничего специально делать или говорить о том, как должно быть или как не должно быть. Ведет себя так республиканская власть или НВК Саха. Пускай так ведет. Они же сами подчеркивают свое поведение или свои реакции или свои страхи. Опять-таки, вам не понравится то, что я сейчас скажу. Я тут не оценивать, мы просто можем полемизировать. Да. Все-таки консолидация должна быть в любом формате, независимо от кто сидит, руководит городом и республикой. Я считаю, что все должно быть в рамках закона, в рамках бюджета и в рамках закона. Нет, консолидация, опять-таки, не в том смысле, да, что друг друга контролировать не будем, друг друга там... Смотрите, какая проблема, если меня, допустим, Алену Алексееву не приглашают на НВК? Для вас это не проблема. Конечно, для меня это не проблема, потому что, в принципе, я себе любую площадку найду и открою, и создам, да? То есть, какая проблема в том, что Авксентьеву не приглашали на НВК? Главу города республики, главу столицы республики, мне кажется, нейтрально везде должны показать именно равноправно. У вас опять слово «должны» показать. Не показывают. И что теперь с этим делать? Есть альтернативные способы. Условно говоря, у нее Инстаграм достаточно популярная площадка. Тогда, Алена, и кто мог сказать, что она ничего не делала? Тем более, что, допустим, НВК его где показывают? Хотя это сейчас, по-моему, цифровое же, уже телевидение. Якутия 24 есть, там много у них
контента. И в Нет, я не Инстаграме. говорю, Да, что это да, справедливо или да. что это правильно, да, в Не, целом давайте неправильно, согласна, так думать. да. Но... 28-го ночью узнаем, кто стал главой города. Мгм. Условно говорю, да? Я, Обедин, или Федоров, или кто-то другой. Если вас опять не показывают на НВК, А что скажете? А зачем тогда показывали с января по март? да, конечно. Ну, я говорю, Продолжайте в я таком же говорю же, духе. это просто подчеркнуть свою продажность или там глупость, или там свое несправедливое отношение, свою нечистоплотность, вот и все. И когда-нибудь это все равно утрясется, люди же все равно сделают свои выводы. Я вот к чему веду. Я к тому, что невозможно долго не мытьем, так катанием, понимаете? Оно все равно когда-то придет к своему какому-то вот устаканится. Я поэтому во многих дебатах, а так опять пишут, да, вот и знакомый даже звонит и говорит, почему ты озвучиваешь, что тебя удалили из группы? А я сам знаю. Почему не должен озвучивать? Хотите, да, Да, озвучиваете. я говорю. Но с другой стороны, у меня, честно говоря, тоже это вызвало вопрос, который вот я хочу задать сейчас, да, потому что когда вы говорите, вот меня удалили из группы... Я не жалуюсь, ни в коем случае. Я показываю методику работы. Методика. Это неправильная методика. А почему они вас удалили? Они знали уже заранее, что вы пойдете? Ну, разговоры же были. И сперва намеки, а потом... А кто эти намеки кидал? Кидал ваш штаб, чтобы оценить, насколько воспринимается информация о том, что Сава пойдет кандидатом от КПРФ? Ну, город маленький, тем более в КПРФ разные товарищи, там обсуждаешь на планерочке. Какого числа вас удалили из группы? Нет, я сейчас скажу. Все-таки мне надо сейчас посмотреть после эфира и вместе посмотрим дату удаления. Ага, я потом буду накладывать дополнительное видео, где буду говорить, вот я проверила, удалили из группы Савы Михайлова. Но не показывайте, пожалуйста, вот тот, кто удалил, уважаю этого человека, но приказ надо выполнять. Поэтому я покажу сейчас. Но фамилию этого человека, кто удалил из этих групп... Да я не буду, в принципе, накладывать. Да, это. да, Нет смысла даже я сейчас просто сами говорю... рассказываете. Какого числа это произошло? Это очень важно. 3 февраля удалили из глав. 3 февраля. 3 февраля. Ага. Вы какого числа приняли решение, что вы пойдете мэром? И как вообще эта идея к вам в голову пришла? Что вы подумали? Какая мысль была? Сперва 11 января, когда мы узнали о том, что глава уходит, да, и она сразу написала следующим абзацем, что будет выдвигать Евгения Григорьева, да. И в этот момент именно мы начали думать, что нам тоже надо активно участвовать в этой борьбе, потому что... Вы это кто? Команда. Ну, Компартия, да, и не только Компартия, это больше сторонники даже, скажем. И вместе подумали и решили принимать активное участие. Мы сравнивали сперва. По возрасту почти одинаковые, в мире работаем. По опыту работы... Сахалар. Да, по опыту работы в мире похоже, но у меня государственная муниципальная служба больше 13 лет. И у меня этот государственный чин и все остальное там работал во многих местах. И в городе и в республике очень хорошо знает именно вот по моей сфере, да, работы. Поэтому сравнили вот так и подумали, нам надо идти активно и подключиться. Конечно, в большой части города я неузнаваемый человек, потому что медийное лицо это другое. Медийное лицо это Федоров и Обедин. Их знают, слышат. А Савы Михайлова первый раз люди услышали. А Евгения Григорьева тоже люди первый раз в январе услышали, да, из-за того, что он исполняет обязанности. Поэтому мы одинаковые. Очень много у нас схожести. Поэтому только бороды, наверное, нет. Ну как-то надо же отличаться. Ну да. Поэтому мы решили
этим моментом пользоваться. Поняла. Мгм. Ну, это С основным вполне конкурентом, да, убедительно да. звучит. Я вот все периодически думаю, а может, все-таки, если бы я пошла бы, да, в качестве кандидата, А почему не интересно, пошли? интересно, какая. Ну, потому что мне на самом деле политика, вот как место работы, сфера деятельности, она мне не интересна. Она мне интересна вот со стороны, ну, как любому гражданину должна так, быть, я на считаю. самом деле, от вас хороший депутат, действительно, чтобы с трибуны выступать по тем или иным вопросам. Вот депутатская работа очень получилась бы. Ага. Ну, не говорю Бондаренко, но, кстати, когда Бондаренко будет, надо бы пригласить с Бондаренкой. Ой, хотя бы Да. селфи сделаю. Ну, мне приятно Можно будет. и эфир сюда, я Можно и программу эфир могу сюда. включить. Да, Кстати, супер. Ага, видите, у нас уж какие тут договоренности идут. 22 или 23 марта поставим тогда. А, в смысле, он вот-вот приезжает, что ли? А. Поддержит. Так, ну, кстати, да, тогда это прям такая серьезная заявка. Бондаренко такая мощная фигура. Его... Ну, я если даже запишу, я его выпущу после выборов. Да. Нет, якутяне его знают, вообще вся Россия смотрит. Миллионы просмотров, активный человек и, главное, честный. И этот... Вот... Когда он выступает, конечно, харизма, там, энергетика, да. это такая мощная. Так, Сава, ну, в принципе, я думаю, что человеку образованному, с опытом, я не знаю, с интересами, с увлечениями, в принципе, много чего можно и рассказать, и его можно много о чем спросить, поскольку все-таки это выпуск с кандидатом. Я вам предоставляю сейчас слово, и вы можете, вот обращаясь в эту камеру тогда, да, к зрителям, к тем, кого вы считаете избирателями, да, обратиться и сказать, что считаете нужным. Ну, спасибо. Хороший эфир, но опять-таки зрители оценят. Мы как-то так интересно с вами побеседовали, скажем, о жизни. Ну, просто друг друга... На самом деле, в принципе, да, с тем же Евгением Григорьевым у меня не было интереса разговаривать о городском хозяйстве. Ну, во-первых, потому что хотелось в первую очередь раскрыть вообще человека, да, то есть мы и вас, мы точно так же не знаем. А Бедина до недавнего времени тоже, да, вот до того его первого интервью, на котором он был просто как Обедин, его тоже мало кто знал. Ну, не в смысле мало, его знали в определенной среде, но вот многие подписчики, допустим, у меня на канале узнали про него. Уважаемые жители города, дорогие подписчики Алены, скажем, да? Ну, будут смотреть не только подписчики. Да. Кстати, после всех эфиров увеличивается, да? Не сильно. У меня просмотры в среднем 20-30 тысяч, ну, где-то меньше бывает, да, а подписчиков... А аудитория, подписчиков смотрите, с какой, ну, да, с города Якутска, там, разрезы там есть, да? Есть, Я из простой семьи, работал во многих должностях, ответственных, нигде каких-то провалов или каких-то замечаний не было. Всегда работал на успех, реализовал какие-то проекты, которые у нас есть. Вот те же национальные проекты, те же поручения по стратегии Дальнего Востока. Я работал 2 раза в стратегических сессиях Дальнего Востока, поэтому вопросы знаю. Самое главное, да, вот у меня ангажированности нету, бизнеса нету, людей там с крупными финансовыми там спонсоров у меня нету. Самый, скажем, скромный бюджет в нашей команде. Когда вот обращаются люди, давай, Сава Анатольевич, помоги, Сава Анатольевич, точнее, мы поможем за деньги. Я говорю, извините меня. У нас все агитаторы работают на общественных началах. Очень много народу, жителей города нас поддерживают. Поэтому я искренне говорю, что действительно формировать вот такую интересную команду. Мне кажется, впервые в республике будет вот человек, который вышел из простой семьи, именно сделал сам себя
и продолжает, да, верьте, и действительно, вот, например, такие люди, как Алена Алексеева, Виталий Бедин, Владимир Федоров, Евгений Григорьев, Рябченко Евгений, например, мог бы спокойно работать, он тем более квартал знает, главой строительного округа. Я вот формирую именно команду и буду спрашивать у вас. Вы в смысле меня в команду сейчас почему? позвали, что ли? Не-не-не, А. могут работать, А то я говорю. не хочу. Не-не, а почему, кстати? Не-не, вообще в структурах нигде не хотите работать. Да, я наслаждаюсь свободным полетом. Вот прям. Опыт был же. Опыт был, да, Да, немного, ну, неоднократный. Да. Многолетний. Поэтому говорю, в честности и в правде можно работать и обсуждать все вопросы, например. Я округом обязательно повысим статус округа, функции добавим, чтобы оптимизации там не было. Пригородам самостоятельность дадим, потому что можно, в принципе, как есть же муниципальные районы, да? В муниципальных районах есть муниципальные образования своим хорошим бюджетом. Например, у нас село Хатас чуть-чуть уступает Жатаю, например, но бюджет, если не 10-12 раз, но очень вот такая небо и земля. Почему Хатасам такой, например, самостоятельность не можно дать? Можно вот создать муниципальное образование в составе городского округа. Поэтому мы должны развиваться, консолидироваться, хотя вот многим не нравится это слово, но действительно создать такую хорошую команду. Поэтому призываю всех жителей поддержать и помогать, потому что и главное участвовать, потому что 44% когда участвуют, а 66% в Инстаграме сидят и говорят, все решено. Ну, конечно, решено, если раз не участвуете на выборах. Поэтому активно переходите и участвуйте. Вы выбираете главы города. И этим надо гордиться. Город Якутск – это почти единственный город. Осталось только 7 городов, региональных центров, да, где избирают, сами жители избирают. Поэтому давайте воспользуемся этим нашим правом. А то и будем всегда добиваться, чтобы этот статус сохранили. Ну и здесь бы я еще добавила, что, по сути, действительно вся Россия, наверное, смотрит на то, каким будет итог этих выборов. И это будет, ну, своего рода сигнал для всей страны, потому что, мне кажется, все-таки на политической арене мы имеем такой определенный вес. Поэтому действительно просто обязательно идите на выборы 28 марта, это воскресенье, и отдайте свой голос за того кандидата, который вы считаете лучше всего справится с ролью мэра в ближайшее время. А вы подписывайтесь на канал Алексеева Лайф, если еще не сделали этого. Обязательно задавайте свои вопросы или пишите комментарии и впечатления, делитесь ими вот здесь внизу. И встретимся с вами в следующий раз. Всего доброго. До свидания.